Егор Борисов в Москве встретился с Владимиром Путиным. Глава республики и президент страны обсудили строительство моста через Лену. Борисов отметил необходимость включения финансирования проекта мостового перехода в проект федеральной целевой программы развития транспортной системы России. Глава Якутии пояснил, что мост находится среди главных проектов в решении приоритетной задачи – создание круглогодичной опорной транспортной сети республики с выходом на общероссийскую сеть. Помимо моста, это завершение строительства железной дороги Томмот-Нижний Бестях, также строительство и реконструкция автомобильных дорог. По мнению специалистов, мостовой переход позволит интегрировать в зону круглогодичного транспортного обеспечения центральные, восточные и западные районы Якутии с охватом более 83% населения региона, обеспечит круглогодичную ритмичную поставку грузов вместо сезонного завоза, также на 30% сократив ее стоимость, и ускорит оборачиваемость средств предприятий всех отраслей экономики и социальной сферы республики. Президент России заявил, что поддерживает идею строительства моста на условиях концессии с привлечением китайских партнеров. Путин дал поручение первому вице-премьеру правительства России Игорю Шувалову представить имеющиеся наработки и доложить о текущей ситуации. На встрече разговор также шел и о состоянии дел в республике и итогах международных спортивных игр «Дети Азии». В этом году было рекордное количество участников. 35 команд Азии и 8 команд с регионов Российской Федерации. Интересно, такие игры прошли. Они вызывают очень большой резонанс, и принято решение следующие игры провести в Монголии. И мы юридически оформили, что это игры основаны в Российской Федерации, поэтому через 4 года будут возвращаться в Россию. Очень хорошо. Да, поэтому мы считаем проект очень хороший. Спасибо вам за организацию. Да, спасибо. Как дела в республике? Тенденция роста экономики у нас сохраняется в республике. Мы по сравнению с 2015 годом вложили 1,5 триллиона рублей инвестиций в разные отрасли экономики. И особенно большое внимание было уделено развитию инфраструктуры. И, конечно, большой плюс в результате всего этого получил бюджет, соответственно, социальные программы. Помимо этого, на рабочей встрече с президентом России Егор Борисов выступил с идеей строительства в Якутии Всемирного центра мамонта. Известно, что на территории региона обнаружена значительная часть всех известных на планете находок мамонтов, а также шерстистых носорогов, бизонов, овцебыков, пещерных львов. Глава республики сказал, что решение сегодня вопросов обеспечения сохранности и изучения объектов мамонтовой фауны представляет собой одну из главных задач повышения конкурентоспособности российской науки в области палеонтологии. И для решения этой задачи назрела необходимость создания специального научно-исследовательского центра с соответствующей инфраструктурой. По словам Борисова, Всемирный центр мамонта в будущем должен стать не только крупным научным комплексом федерального значения, но и популярным туристическим объектом.